Реставрация и ремонт объектов, туристический сезон в столице, итоги года и планы на будущее. Об этом всем поговорим в программе «Амчра» с главой администрации города Сухум Бесланом Эшба. Здравствуйте, Беслан Федорович. Спасибо, что согласились встретиться, побеседовать. Мы сегодня подводим итоги 2023 года. И сразу же начну с первого вопроса. Каким был уходящий год в бюджетной сфере для столицы? Какие расходы, доходы? Чего удалось достигнуть в уходящем году? Спасибо. Это, наверное, самый важный вопрос к концу года, когда подводишь итоги финансовые, бюджетные, разумеется. Ну и те работы, которые нам можно было выполнить в этом году, что было запланировано, что не удалось реализовать, что удалось реализовать. Но в первую очередь, конечно, я считаю, что нам всем вместе и городу в том числе удалось провести на высоком уровне празднование 30-летия Победы. Было несколько мероприятий, как вы знаете. Это и День города, и День освобождения города, и самое главное, нам всем удался и проведение парада, и такой праздничный концерт на нашем Сухумском стадионе. Это из таких приятных вещей. Бюджет этого года, он принимался, если говорить уже об администрации, принимался в размере 1 миллиарда 420 миллионов рублей. Потом он изменился по доходной части, я имею в виду, на 1 миллиард 520. Вот. В итоге мы уже бюджет выполнили. Весь декабрь месяц идет плюсовым, так скажем. И не только выполнили за год, но еще и ежемесячные, в принципе, поступления в бюджет все были с превышением более 110%. Поэтому рассчитываем, что завершать будем год приблизительно с исполнением, с превышением, значит, исполнения порядка 117% по году. Если в цифрах, то это вот 1 миллиард 520 плюс 17%, это где-то 1 миллиард 700 и более. Это что касается доходов. Что касается расходов, с учетом того, что у нас была неплохая подушка денежная, с которой мы зашли с 22-23 год, там больше 150 миллионов рублей, нам эти деньги тоже удалось, значит, в этом году, скажем так, освоить. Сейчас остался уже несколько дней до начала Нового года. В результате этого и других платежей, я тоже, наверное, потом скажу, мы приблизились к 2 миллиардам рублей по расходам. Поэтому считаю, что финансовый год удался, вот, и много чего удалось сделать. И я много раз говорил о том, что хотелось бы к 30-летию Победы сделать несколько литерных таких вещей по городу Сухум, да, это тоже, наверное, отдельно отметим. А так можно сказать, что год был успешным. Не было катаклизмов таких серьезных, как в других городах нашей страны, в том числе в Гаграх, в Гудаутах, в Ачимчирском районе. Были, конечно, стихийные бедствия, но значит, не было таких серьезных повреждений, как это было в ранних годах, в 2021-2022 году и так далее. Ну, тут тоже есть свои нюансы, почему удалось избежать. Какова вообще занятость населения по городу? Ну, это, наверное, для любого руководителя, не только города, но и для страны, наверное, очень важно. Занятость населения у нас, наверное, лучший показатель по стране, с учетом того, что у нас все госучреждения в основном расположены в городе, но здесь тоже есть свои нюансы. Сейчас скажу, у нас из приблизительно 75 тысяч жителей 38,5 тысяч являются трудоспособными. Да? Это и статистика подтверждает, и все те данные, которые собирает администрация. Вот. Из 38,5 тысяч 25 тысяч заняты. Это официально, где-то они работают, ведется учет, получают заработные платы. В это количество входят все государственные служащие, это и правительство, и администрация президента, и госучреждения все, и администрация города, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия, ну и бизнес, конечно. Итого у нас с вами получается 67%, да, занятых. В принципе, я не говорю, что это самый лучший показатель, какой должен. Конечно, надо стремиться к 100%, да, и чтобы у людей была возможность выбора и так далее. Ну, к этому мы все идем. Я скажу, что так, за 2 года наблюдений и отслеживания ситуации мы из 52% пришли к 67%. То есть у нас статистика 2021 года, по тем же данным, как мы их собирали, у нас была занятость 52%. Сегодня мы можем смело говорить, что по результатам 2023 года у нас занятость 67%. Еще раз повторюсь,
Это все государственные служащие, все индивидуальные предприниматели, их у нас 3500, в которых трудятся 1800 человек, да, это получается у нас чуть больше 5000. Ну и все остальные это уже юридические лица, крупные предприятия, которые у нас расположены, да, там в том числе бюджетообразующие. В городе постоянно проводятся работы по замене водопроводов, по асфальтированию дорог. Что в уходящем году было сделано и какие затраты, сколько средств выделено? Ну, смотрите, мы начинали этот год по ремонтным работам, начинали, имеется в виду, финансовые такие были у нас предусмотренные возможности, порядка 95 миллионов рублей. Вот. В результате хочу сказать, что ввиду того, что у нас был переходящий остаток по бюджету, и депутаты нас услышали, мы их попросили, когда прошли первый квартал успешно 2023 года, в том плане, что поступления в бюджет были необходимые, плюс с превышением, как я уже сказал, у нас появилась возможность перераспределить эти деньги, с которыми мы зашли в 2023 год, и в результате у нас вышло, что мы смогли, завершаем освоение этих средств, порядка 300 миллионов рублей. Вот и нам удалось сделать многое в этом году, я считаю, да, более 100 мероприятий по городу, крупных, разумеется, это и восстанавливаем фуникулер, если мы пошли в этот проект сознательно, он не дешевый на самом деле, да, там порядка 20 миллионов рублей, наверное, вот так, да, там у нас колоннада 10 миллионов, 5 миллионов фонтан, верхняя площадка, еще туда будут установлены столбы, это немножко в следующем году уже, правда, просто мы уже не умещались. Вот, масштабные работы по очистке ведутся на нашем, да, много было просьб по этому поводу, да, привести фуникулер в порядок, потому что это место такое притяжения, общественное пространство, которое любят наши жители города и гости столицы, прекрасные виды на город открываются. Мы сейчас находимся на Сухумской горе. Здесь активно идут работы по реставрации колоннады. Что уже сделано, что еще планируется и когда завершится работа? Восстановительные работы начались в начале года, где-то, по-моему, кажется, с февраля месяца, первый, да, это был демонтаж отдельных элементов, которые невозможно было восстановить. Вот, стало понятным, что надо полностью всю кровлю менять, а кровля здесь непростая, она замковая. Очень долгое время занимались восстановлением кровли. Вот их элементов, которые стоят поверху, они все по новой отлитые. Ну и все декоративные элементы под колоннами, под арками, они также были где-то восстановлены, а где-то отлиты по новой. Поэтому мы, в принципе, воссоздаем эту колоннаду такой, какой она была. Это приблизительно, не приблизительно, 9, там у нас почти 10 миллионов рублей, можно сказать, да. То есть архитектор, Восстановительные работы. специалист? Конечно, но здесь вопрос реставрации, в некотором смысле реконструкции тоже. Отлиты по новой балясины все, если они именно те, которые были раньше. Перила, значит, все столбы, колонны и так далее. Поэтому тут же мы предусмотрели на перспективу подсветку. Она должна быть правильно рассредоточена. Специалисты посмотрели и надеюсь, что будет очень симпатично выглядеть. После завершения работ, естественно, полотно будет восстановлено, дорожное. И будет такое еще одно хорошее общественное пространство с восстановлением такой прекрасной инфраструктуры, как наша колоннада на Сухумской горе. Когда планируется работы завершить? А все, здесь уже финишная стадия, может быть, там дней 10, наверное. Уже, в принципе, мы точно до Нового года этот объект на Сухумской горе, он будет сдан. Этот фонтан, его идет реставрация в данный момент, да? Что планируется? Планируется ли его воссоздать в том виде, в котором он был? Кто к этому привлечен? Да, этот фонтан, это тоже историко-культурное наследие. Вот, мы восстанавливаем его в первозданном виде. Занимается наша организация Горстрой, понятно, наняты подрядные организации, которые
очень аккуратно. И это долгий процесс уже, на самом деле, месяца 4 только, по-моему, этим фонтаном. В первую очередь, конечно, все коммуникации подведены, сама чаша уже полностью, имеется в виду дно чаши, оно уже убрали всякие протечки и так далее. Сейчас осталось восстановить вот отлитые новые элементы, их монтаж, и для того, чтобы уже воссоздать полноценный вид. И до конца года мы, наверное, все вот эти работы, которые, так скажем, черновые, будут выполнены. Все элементы должны стать на место, а уже, так скажем, косметику будем наводить в следующем году. Приблизительно около 5 миллионов рублей, это вместе с коммуникациями, с насосами, с отделочными работами и восстановительными работами. Это с только отлитием. на фонтан Это получается? только фонтан, да, это только фонтан. Такое дорогостоящее, на самом деле, мероприятие, потому что когда ты покупаешь что-то готовое, ставишь это одно, а когда приходится каждую тут изюминку учесть, то это такая немножко работа. Во-первых, по времени затягивает, но и тоже должны работать специалисты. Их не так много в Абхазии, да, там они всегда, как обычно, заняты, поэтому такие вот уникальные вещи приходится немножко в долгую, поэтому идет затяжной процесс. В этой местности вообще какая ситуация была раньше? Сколько лет была такая Ну, ситуация? Здесь был лес, так Лес, говорят. да. Мы сейчас, да, многие, кто поднимается, наши жители на фуникулер, конечно, мы слышим то, что нам говорят, что спасибо, что вы занялись фуникулером. Ну, территория огромная на самом деле, и долгие годы здесь не проводились работы по зачистке сухостоя, порослей, колючек, там и всякого рода разных растений. Вот в строгом соответствии с нормами, которые есть, все такие деревья и другие, значит, кустарники, которые можно оставить для того, чтобы не закрывали вид, не наводили дополнительный мусор и так далее, они все, конечно, убираются. И уже, в принципе, тоже движется к завершению. То есть работы по Я очистке думаю, что, еще идут? конечно, да, идут еще пока много. Ну, вот здесь тут открылись новые виды. Вы пока поднимались мы наверх, мы увидели с вами, что открылись новые виды на город, которые, новые виды как? Они когда-то были, да, сейчас мы их просто восстановили, дали возможность любоваться нашей столицей и со стороны Сухумской горы. Мы сейчас находимся на смотровой площадке. Что конкретно в этом месте сделано и что еще планируется? Ну, во-первых, мы восстановили полностью, да, смотровую площадку. Вы видите, выложена новая плитка, перила. Вот, провели санитарную очистку деревьев, порослей больших. Сейчас открылись новые виды, которых раньше не было видно. Вот, удалили те деревья, которые можно было удалить. Это сухостои или просто сорняки, которые выросли. Зато получили прекрасный открытый вид. Значит, данная площадка еще она будет восстанавливаться. Просто здесь ведутся, вот видите, машины грузовые поднимаются и так далее. Мы в завершении уже всех работ на этих 3 крупных объектов: колоннада, бассейн, верхняя смотровая площадка, как они будут уже завершены, уже потом мы приступим к дорожному покрытию, полотну дорожному, ямочному ремонту, где освещению. Это все следующий год. Вот. Самое главное, смотровая уже отремонтирована, приведена в порядок, а вся остальная инфраструктура будет восстанавливаться. Вот о мусоре мы говорили, часто мусор оставляют. Такое проблемное место вот раньше было. Да, абсолютно верно. Ну и сейчас тоже это не исключение. Несмотря на то, что ремонтные работы ведутся, людям все равно нравится сюда подниматься и, к великому сожалению, после себя оставляет немалое количество мусора, хотя мусорные контейнеры стоят. Вот. Но мы планируем со следующего года уже взять гору фуникулер в обслуживание. Здесь будет на постоянной основе находиться специальные рабочие, которые будут смотреть, следить за порядком, приводить в порядок, значит, наши вот открытые пространства. Ну и, естественно, следить за мусором. Ну и опять же, пользуясь случаем, обращаюсь к нашим жителям, чтобы немножко бережно относились к тому, что сделано, и любоваться, а не, значит, сорить. Мы сейчас говорили о камерах видеонаблюдения внизу. Что-то такое планируется? Да, локации камер видеонаблюдения будут. Это как основные, точно верхняя площадка смотровая, это фонтан и колоннада, абсолютно точно. Ну а по дороге уже зачем об этом заранее говорить? В тех местах, где мы предполагаем, что надо обязательно установить камеру, мы еще дополнительно по ходу движения на верхнюю площадку будут дополнительно камеры установлены. Конечно, восстановление нашего Красного моста
Вот, он нам обошелся порядка 9 миллионов 900 тысяч. Были сложные работы на самом деле, там не хватало целых пролетов. Коммуникации были выведены за пределы моста, сейчас они упакованы правильно вовнутрь, да, там проведена полная ревизия, восстановили все, что было из декоративной части, если обратили внимание, подняли старые фотографии, выявили эти вещи, и под заказ все это дело выполнялось. Хотелось, конечно, воссоздать, как оно было, значит, на момент, когда его открывали. Мы сейчас находимся в парке «Сказка». Тут тоже много лет ситуация была, можно так сказать, неудовлетворительная. Здесь проведены ремонтные работы были. Как они проводились, с какими сложностями вы столкнулись, что еще планируется? Ну, парк «Сказка» его называют простонародье, да, там, он так считается парком имени Тараса Ивановича Шамба. Вот, но мы все равно, вот, понимание наших жителей о том, что им хочется сказки, мы постарались и будем еще стараться для того, чтобы сохранить, как говорится, эту тему. Ну, мы как бы понимая, что у нас в центре города находится такой прекрасный парк, и он был запущен все эти годы, вот решили пойти в этот тоже крупный проект, считаю, его так могу назвать, для нас он на самом деле очень крупный, потому что только на этом этапе у нас затраты, ну, без малого там 18 900 мы потратили. Вот еще тут проведены ряд работ, за которые еще будем оплачивать в следующем году. Вот. Ну и еще мы здесь не все сделали, так можно сказать. Мы будем восстанавливать тротуарную часть по улице Ардзенба, будем восстанавливать парковочную часть и тротуарную часть по улице Генерала Дбар. Вот это тоже пока не сделано. Вот, и будем обустраивать вот эту так называемую детскую зону. Помимо этого здесь более 40 лавочек установлено, восстановлены столбы индоевропейского телеграфа, полностью восстановлены, таблички указаны вместе с QR-кодами, когда это было сделано и для чего это было сделано, какой телеграф проходил. Ну да, понятно, освещение новое. И в следующем году будем еще планировать установку видеонаблюдения. Вот. Поэтому, да, нам еще не удалось пока восстановить, значит, туалетную часть, бытовку, там внутри имеется в виду, снаружи там мы его снаружи привели в порядок, но внутри будем делать в следующем году. Ну и два слова, наверное, за вот детскую зону пройдем. Здесь планируется детская зона, детская площадка, как я поняла, и вот эти игрушки, их много тоже обсуждали в соцсетях, говорили, что нужны другие. Что здесь конкретно планируется в этой зоне, что здесь будет? Ну, во-первых, здесь исторически стояла карусель. Кто помнит из тех сухумцев, которые еще живут в городе, да, здесь традиционно была детская карусель, раз, и здесь были еще другие разные развлекательные, значит, объекты для детей. Поэтому с учетом того, что мы здесь и планируем установить карусель, вот эта площадка, которая сейчас уже выровнена, залита, вот, мы в будущем году хотим установить здесь карусель, и вокруг, значит, вот этой детской зоны, вот ту часть, кстати, мы будем загораживать металлическим забором, он у нас остался, тот, который здесь стоял, учитывая, что здесь будет, ну, приличное количество детей, чтобы не выбегали на дорогу. Мы, значит, до середины парка по улице Ардзенба до парковочной зоны будет у нас металлический забор. Вот. Ну и вот эти ростовые куклы, которые мы приобрели, уже давно их надо немножко подреставрировать, потому что они давно были куплены, и, значит, немножко краска отошла, мы их, конечно, восстановим. Но я вам так скажу, я слышал там в социальных сетях, не слышал, видел, сам читал возмущение, там, зачем это надо было. Я вижу и, во-первых, знал, что детям будет нравиться, да. Мы сейчас говорим о детях, а не о вкусах взрослых. Они играются, они лазят на этих, как говорится, куколках и любят фотографироваться. Мне кажется, в этом плане мы больше, наверное, попали в правильную, да, правильный подход, вот, чем нежели там обсуждение отдельных людей, которые там пытаются в социальных сетях говорить, зачем это надо. Ну, зачем надо, когда мы все станет на свои места, и когда мы здесь обыграем все под детскую зону, вот тогда поговорим. Сейчас не стоит делать поспешных выводов, потому что они еще не стоят на своих местах. У них будет своя локация, каждому будет возможный доступ, чтобы можно было фотографироваться там и получать удовольствие. Поэтому я считаю, что нам пока все удалось, и до завершения еще пока не так близко. Да? Еще в следующем году он будет
благоустраиваться. Что касается дорог, значит, у нас порядка 60 миллионов рублей предусмотрено было в этом году. Вот, мы завершаем их освоение. Значит, у нас несколько улиц, такие как Дагестанская, как улица Дарсалия, потом Убыхская. Вот эти улицы, они восстановлены, если посмотрите. Значит, по улице Лакоба были проведены восстановительные работы. Улицу Арзамба масштабно восстанавливаем от улицы Агумава до улицы Титова. Там только коммуникаций больше 30 миллионов рублей. Вот сейчас скоро приступят к укладке бордюрного камня и далее асфальт. С асфальтом там тоже есть вопросы, ввиду того, что цена выросла на горюче-смазочные материалы существенно, на это значит на битумы и так далее. Вот ведем переговоры со строителями, чтобы как-то вписаться в те деньги, которые есть. Нас поддерживает значит, комиссия по празднованию 30-летия Победы. Вот я запросил, нам сейчас вот решается вопрос, о какой сумме, потому что мы не вписываемся теми деньгами, которые мы запланировали по этим работам. Вот. Ну и многое другое. Эти работы практически средств вашего А городского бюджета. бюджета, вот те средства, которые я вначале озвучил, там более 100 мероприятий на сумму приблизительно 300 миллионов рублей. Могу так отдельно сказать, в этом году беспрецедентное количество детских площадок, 17, да, на сумму порядка 9 миллионов рублей. Вот, сейчас еще скажу, да, такие вещи, как коммуникации, допустим, их больших, крупных, я не исключаю здесь, это аварийные ситуации, допустим, да, вот, это там, где были сделаны сметы, и почти можно приравнять к капитальному ремонту. Их было у нас 9 мероприятий на почти 13 миллионов рублей. Что касается многоквартирных домов и дворов, это было восстановление, значит, и покрытие, и ремонт подъездов, и коммуникаций во дворах. Таких у нас мероприятий 25. Могу даже по названиям пройтись, но это очень большое время. Ну, жители обращаются, Давайте. реагируете и Да, решаете конечно. вопрос. Ну, там есть, где обращаются жители, а где мы видим, что коммуникация, когда случается авария, ты понимаешь, что ты ее локально не решишь, тогда приходится идти уже на серьезные затраты. Мы восстановили восстановили вот, 10 остановочных комплексов, еще, может быть, 2 успеваем до конца года. Почистили, вот я к тому, что нам удалось избежать стихийных бедствий. Мы очистили речки, если помните, Баслу к концу прошлого года, немножко в начале этого года, и, значит, Адзябши, Гариквару в этом году. Поэтому и подтопление нам удалось избежать, считаю. Но придется, наверное, весной тоже пройти ревизию и провести уже не такие масштабные работы, которые мы проводили, а, ну, может, поменьше. Ну, Да? на эти работы тоже было немало Это средств. все, да, это немало средств, я вам скажу, вместе, если считать Баслу, Адзябши, Гариквару, порядка 30 миллионов рублей. Все 3 речки. Тротуарная плитка в этом году тоже беспрецедентно, да, получается у нас по улице Аяйра и многих других 7 мероприятий на 12,5 миллионов рублей, работы еще не до конца выполнены, если можно наблюдать по улице Аяйра, на улицу Чанба вышли, там инициатива депутатов тоже присутствует, что на улице Аяйра и что на улице Чанба. Вот, значит, ремонт улиц, о которых вы говорили, у нас таких больших мероприятий 14. Вот. Ну и многое-многое другое. Я вот уже сказал, что общая сумма у нас вышла порядка 300 миллионов рублей. Не думаю, что в следующем году будет такая, но мы будем стремиться по максимуму. Что мы я уже сказал, что бюджет мы выполнили этого года, а сейчас идут только плюсовые. Это то, что было перевыполнено за месяц. Нам удалось, я считаю, что центральную часть набережной восстановить. Мы в прошлом году завершили восстановление части набережной от значит, кафе «Пингвин» до Амры. И в этом году нам удалось успеть 30-летию Победы восстановить вторую часть набережной от Амры до памятника Махаджиров. По большому счету, все знают, как были восстановлены столбы, перила. Арка была освежена, там в этом году ей 75 лет. Вот. Поэтому высажены новые пальмы. Продолжение тех пальм, которые были высажены ранее. В этом году мы высадили вот ряд пальм. В принципе, у нас получилась, я считаю, приличная набережная. И будем, конечно, ее поддерживать. Это тоже является местом притяжения, местом посещения наших туристов, как местных жителей, и так понятно.
А вот здесь находится Аква-Ашта, да, такая площадка. Здесь всегда в любые праздники вот такая гостеприимная площадка. Как возникла такая идея и планируется ли еще что-нибудь такое на набережной? Ну, смотрите, идея принадлежит нашему управлению культуры. Вот хотелось бы какую-то такую фишку, помимо ярмарок, там, где традиционно проводили на площади Свободы, там, на той же набережной, прям вот на проезжей части проводили. И вот, когда мы привели в порядок вот эту площадочку, сделали правильную обрезку, привели ландшафтную часть в порядок, была задумка с нашим мостиком счастья, вот, появилась идея создать вот такой дворик, где можно было проводить разные мероприятия. Те же ярмарки, День города у нас здесь проходит. Не все работы выполнены, да. Здесь будут зоны отдыха. Просто возникали другие вопросы, куда нам пришлось отвлекаться. Здесь будут зоны отдыха. Будут из этого же материала сконструированы места отдыха, где люди будут сидеть Лавочки, и так далее. да, Вот лавочки как раз таки нам хотелось бы, чтобы это было все в едином стиле. Вот этот материал, из которого сделано, да, это специальная доска такая, которая не гниет. Поэтому из этого же материала будут сконструированы уже в следующем году лавочки, места, где могут люди сесть, посидеть, отдохнуть. А вот сколько средств денежных выделено на все мероприятия по набережной, включая вот и это Значит, примерно? 4,5 миллиона рублей нам обошлось от Амры до парка Махаджира. Восстановить всю бордюрную часть, где-то выровняли плитку, где-то надо было ее заменить, заменили. Вот. Ну, что касается привести в порядок Аква-Ашта, могу открыть секрет, что мы пока на это дело не потратили ни одного рубля. Вот то, что было сделано, это сделано было, так скажем, собственными силами. Но в следующем году, то, что придется доделывать здесь надо будет, конечно, еще выделить дополнительные средства. А так, восстановление этой части набережной, она нам обошло 4,5 миллиона рублей. Еще мы хотим поменять здесь все лавочки. Перейдем к другой теме, поговорим о повышении зарплат и о социальных выплатах. Повысятся ли они в этом году и социальные выплаты? Какими Ну, будут? я уже давал комментарий по этому поводу. Вот, повторюсь, значит, у нас, так как мы превышаем бюджет, да, стройка стройкой, восстановление восстановлением, конечно, но здесь мотивацию работников, сотрудников администрации мы, конечно, решили в этом году заложиться на следующий год. Имеется в виду поднять заработную плату, имеется в виду оклад, да, на 100%. Вот. И раньше то, что мы премировали в размере заработной платы, это тоже, знаете, такая вещь. Премировать можно сегодня, да, завтра нет, деньги есть, денег нет. А здесь это защищенная статья 100%, поэтому заработная плата будет увеличена на 100% для всех муниципальных служащих. Хочу здесь сказать оговорку некоторую, потому что многие задаются вопросом, а вот мы там учителя, медики, другие работники социального, те, кто получают российскую доплату, их это не коснется. То есть мы здесь выравниваем возможности тех, которые не получают, а их много на самом деле, да. Вот, поэтому, по большому счету, весь административный персонал, который есть в самой администрации и во всех структурных подразделениях, муниципальных учреждениях, в общем, если в денежном выражении, это 120 миллионов рублей. Плюс, что касается социальных выплат, да, там у нас несколько категорий, это многодетные семьи, это матери-одиночки, это инвалиды с детства, инвалиды первой группы и за рождение ребенка. Вот эти все категории, они практически, ну, есть категории, где на все 100%, ну, есть там, допустим, где многодетные семьи, тот, кто получал 600 рублей, будет получать 1000 рублей, это 3 детей, где, допустим, 4 детей, там было 900, будет получать, там, по-моему, около 2000 рублей. И там, где было 1000 рублей, там тоже будет иметься в виду от 5 и выше. То есть, в принципе, а все остальные, вот одинокие матери и так далее, они все будут получать на 100%. Если мы за рождение ребенка в этом году мы подняли на 2500, было 5000 рублей, подняли на 2500, в итоге вышло 7,5, то со следующего года это будет 10 тысяч рублей. Вот. Все это планы, о которых я говорю, это все сформированный бюджет, он уже в первом чтении прошел городское собрание, сейчас ждем очередного заседания, но по этим социальным вопросам у ребят вопросов нет.
хотелось бы поговорить о туризме. Каждый год в нашу республику приезжают гости, и все посещают столицу. Вот в этом году какой был сезон туристический для нашей столицы и какие туристические объекты крупные здесь работали и сколько их? Туристический сезон уже много лет, да, у нас в республике, и в Сухум не исключение. Он насыщенный, да. Можно сказать, что город Сухум посетило с тем, чтобы остановиться на сутки и более порядка 20 тысяч. Вот. У нас в городе порядка 112 объектов размещения, и коллективных средств размещения у нас 45. Вот. Если говорить вообще о потенциале и возможностях, да, то развиваться есть, куда у нас много объектов историко-культурного наследия для посещения и туристов, это экскурсии. Значит, у нас ботанический сад, кстати, в этом году приличное превышение, у них порядка 40 тысяч туристов посетили ботанический сад, обезьяний питомник тоже порядка 20 тысяч. Вот. Ну и все излюбленные места, это музеи те же наши, музей денежный, музей денег посещают. Нашу любимую Брехаловку, набережную, надо сказать, какой доход принесли, да, наши туристические, скажем, объекты. Вообще из средств размещения, коллективных средств размещения, вообще любых средств размещения, значит, мы наблюдаем оборот порядка 350, почти 360 миллионов, да. Ну, НДС тут сразу можно определить, это 10%, плюс налог на прибыль, тот, который попадает в городской бюджет, 10, чуть более 10 миллионов рублей. И так можно сказать, что 50 миллионов рублей сегодня попало в городской бюджет. Не в городской бюджет республиканский, из которых там 10 с копеечками попало в городской бюджет, остальное в республиканский. Вот так можно выразиться. Но это же не строится только из средств размещения. Тут же включаются у нас экскурсии. Это не попадает в этот товарооборот. Значит, туристы попадают в магазины наши, покупают сувениры, попадают на рынок, покупают продукты, посещают там еще другим, пьют кофе, там, допустим, рестораны, кафе. Этих денег мы, честно говоря, ну, можно увидеть только в общем товарообороте. А рост присутствует серьезный, откуда у нас с вами появляются дополнительные возможности в бюджете. Они появляются за счет увеличения товарооборота, хотя многие могут сказать, что там инфляция, рост цен, но ну, точно нет инфляции на 25-30%. Я уже говорил когда про цифры бюджета. Мы приняли бюджет 1,5 миллиарда, а по расходам уже пришли к 2 миллиардам. Разве такое бывает? Или давайте я вам другую цифру назову. Мы в 2020 году пришли на работу, у нас был бюджет 1 100 000 000. Сегодня к 2 миллиардам мы приблизились. Таких инфляций не бывает, их таковых нет. 10%, ну чуть больше может быть, там 15% может быть, такое и есть. К великому сожалению, такие подсчеты не ведутся, но можно ориентироваться на ту же Российскую Федерацию, взять их показатели, потому что мы на 90%, может даже более, приобретаем продукцию, которая произведена в Российской Федерации. Поэтому здесь другой инфляции нет и быть не может. Да, рост цен на топливо есть, я вам больше скажу. У нас вот десяток предприятий, которые являются основными налогоплательщиками. Вот, это там такие как Вина и воды Абхазии, Аквафон, Амобайл. Наше совместное предприятие с компанией Роснефть, розничная торговля, пивоваренный завод, компания Премиум, там вот десяток предприятий. У них оборот приблизительно там, вот только у пивзавода там порядка 500 миллионов, которые заплатили, кстати, порядка 50 миллионов рублей налогов. А вот, допустим, Вина и воды Абхазии, там у них порядка миллиарда рублей оборот, они заплатили 100 миллионов, попало к нам в бюджет. Что касается, допустим, топливной компании, хотя там тоже, правда, оборот 2 миллиарда рублей, но мы в виде налогов увидели порядка 50 миллионов. То есть я хочу сказать тому, что не всегда здесь надо ссылаться на инфляцию. То есть ребята работают, и дай бог, чтобы работали дальше, успешный бизнес, приносит доходы, государство получает свою часть и так далее. Вот говоря о объектах размещения по Сухуму, вот сейчас строится, раньше это бывшая гостиница Тбилиси называется, да? Да. Сейчас ее полностью снесли, там будет гостиница. Или отель, да? Да, там будет гостиница. Вот, мы думаем, что там, сейчас они пока еще проект не представили, концептуально показали нам, как это будет выглядеть, да, вот, но
И таких проектов уже есть реализованы, восстановлено, допустим, несколько корпусов. Вот сейчас второй корпус завершается на бывших территориях МВО, ПВО. Там, кстати, добавились по койко-местам 1200 койко-мест за счет того, что один объект только восстановился. Те, кто будут строить на месте бывшей гостиницы «Нарт», ну, Тбилиси так называемая, да, они же будут реализовывать похожий проект в районе Красного моста. Имеется в виду рядом с той гостиницей, которую сейчас запустили вот тоже недавно. Но там тоже, наверное, в сумме это выйдет порядка 1500 койко-мест. И те, и один, и другой проект, они вот как бы тоже гостиницы, отели. ПВО отремонтирован, он в этом году работает, там еще работы ведутся. Да, дополнительный корпус восстанавливается. Да, другой корпус восстанавливается. Какие-то еще планы по МВО будут или по ПВО? Что-то еще планируется такое? Значит, это республиканский объект. Про планы мы только можем слышать. Там специально. Ну, факт то, что они переданы в аренду. Туда инвестировано более миллиарда рублей. План у них 2,5 миллиарда, это из общих цифр, которые я знаю. За счет того, что они вложили миллиард рублей, мы увидели, что заработали 1200 койко-мест. Значит, если еще 1,5 миллиарда, ну где-то еще, наверное, плюс будет где-то порядка, более 1000 еще будет дополнительное койко-мест. Поэтому это занятость, это доходы, это реализация товаров, услуг. Коснемся темы платежей за коммунальные услуги. Мы говорили о том, что по городу ведутся работы в сфере водоснабжения и в сфере энергетики. Какая собираемость по столице за коммунальные услуги и за энергетику, в том числе за энергоснабжение? Ну, смотрите, что давайте тогда с энергетики больше, да, учитывая, что это у нас такая проблема серьезная. Мы, когда начали работать в 2020 году, собираемость составляла 33-34%. Вот. Несмотря на то, что тариф вырос, да, сегодня могу говорить это смело, что это 41% собираемости. За это мы отчитывались перед руководством страны. Результат работы 10 месяцев этого года. В прошлом году это было 38, в этом году 41. Вот такой процент собираемости. Что касается платежей коммунальных, порядка 10 лет никто их не пересматривал. Мы вышли с инициативой в городское собрание, чтобы пересмотреть, но повышение, даже если городское собрание примет такое решение, то это будет незначительное, порядка 10%. Там вообще смешные цифры, конечно, у нас за потребление воды. Могу пример привести. Если 2,5 рубля у нас, то в Сочи 38 рублей. Представляете разницу? За куб воды. Платят люди здесь? Ну, 20%. 20% да. Такая практика, она и раньше была, и сейчас мы ее проводим. Если те или иные, значит, наши жители обращаются за теми или иными услугами в администрацию, мы, конечно, тут используем этот шанс и говорим, что вот принесите, пожалуйста, справочки, вы что, все оплатили. Вот такие методы приходится применять. Вот. Поэтому тарифы низкие. Я, пользуясь случаем, хочу обратиться к населению, что надо платить коммунальные платежи, надо платить за вывоз мусора, надо платить за уборку территории, надо все остальные платежи, там, допустим, квартплату, но надо же содержать эти подъезды и многое другое. Поэтому налогоплательщик, как в городе Сухум, так и во всех других городах, когда платит налоги, да, он хочет видеть результат своей работы. А вот то, что касается коммунальных, имеется в виду благоустройство, парки, сады, дороги, освещение, чистота, порядок, ну и так далее. Да? А тут получается, что те деньги, которые могли бы мы направить на такие вещи, приходится за тех людей, которые не заплатили эти платежи, поддерживать, значит, тем самым датировать такие предприятия, как Волгодводоканал, благоустройство, там, дорожно-строительное мероприятие, там, когда во всем мире все эти дела содержатся за счет самих жителей и коммунальных платежей. То есть этот дисбаланс серьезный, он присутствует. И нам надо потихонечку выходить. Могу признаться, что мы готовим нормативную базу для того, чтобы обратиться в парламент для принятия таких жестких мер. То есть это будет документ, как только тебе начислили, тебе приходят уже публичные обязательства для обязательном порядке, значит, произвести платежи. И будут установлены сроки. Если ты не уплатил в течение месяца, это одни штрафы, там, другой месяц другие штрафы, третье, значит, обращение в суд и принудительное взыскание. В привязке к имуществу.
То есть, если, ну, это говорю те планы, которые мы, да, то есть этому надо ставить конец. То есть так дело не пойдет дальше. Есть прямо крупные, злостные, В те, основном кто не... платят одни и те же. В основном платят одни и те же. Те, кто не платили, они и дальше продолжают не платить. Но мы, конечно, еще раз говорю, не какие-то рычаги включаем, но нормативной базы не хватает для того, чтобы заставить людей произвести те или иные платы за коммунальные. Поэтому над этим мы работаем уже, честно говоря, давно. И прям брать какой-то конкретный опыт, не каждый опыт может быть применим в Абхазии. У нас своя специфика и так далее. И уровень жизни, уровень заработных плат, уровень прожиточного минимума. Ну, вот поэтому приходится сидеть и самим, то есть заниматься творчеством, нормотворчеством в том числе. Поэтому вот уже, в принципе, на выходе мы думали, мы успеем в этом году до конца года уже обратиться в парламент, но думаю, что первый квартал следующего года мы такой документ направим. Не потому, что у нас есть законодательная инициатива, а потому, что мы видим и практикующие на месте. Поэтому нам виднее, и те практики, которые есть в других городах, в других странах, мы их только же изучили, мы будем аргументированно готовиться к такой дискуссии. К 30-летию Победы через реку Басла был построен мост. Расскажите, пожалуйста, как это происходило, с какими сложностями сталкивались? Ну, мост — это была задумка администрации города. Честно говоря, я слышал от уже взрослых сухумцев, что на эту тему, кажется, обсуждали еще и ранее. Но к нам попала эта идея, она не извне, она родилась внутри администрации, если о нас говорить, да. Вот. И мы вынашивали эти планы, как-то постараться или привлечь инвестора, или собственными силами реализовать этот проект. Но когда появился инвестор по МВО, ПВО, конечно, мы довели эту информацию до президента и сказали, могли бы вы провести переговоры, может быть, удастся такой проект реализовать, увеличить нашу набережную. Ну, в результате, значит, они дали добро и за счет собственных средств в кратчайшие сроки построили мост через реку Басла. Но это дает на самом деле возможности увеличить нашу набережную, потому что да вот здесь она, не говорю, что завершается. Дальше уже в сторону Леона там пошли у нас отели, гостиницы, частный сектор. Там уже мы делали, кстати, попытку ограничить парковочные места там, но пока попробуем еще в следующем году, еще не увенчалась эта история с успехом. Поэтому прогуливаться лучше, конечно, было бы в сторону продолжения нашей набережной, прямо до там объектов Министерства внутренних дел. Это чуть, плюс-минус километр добавляется. Поэтому я считаю, что единственное, что, значит, не было сделано в этом году, это будет в следующем году реализовано, это для маломобильных граждан возможность доступности и переместиться на ту сторону. То есть это планируется? Это да? планируется, да, мы договорились с инвесторами, что с нашей стороны, вот с этой, не с нашей, в смысле, и та, и другая сторона наша, но по эту сторону, и по правую сторону, значит, мы реализуем это дело. Имеется в виду специализированный лифт для маломобильных и для матерей с детками на колясочках, что будет возможность подняться, пройтись по мосту и перейти на ту сторону, и там же на лифте спуститься. И по деньгам, на самом деле, это не 100, не 200 тысяч, это серьезная конструкция со всеми мерами безопасности, антивандальная и так далее, которая специально предусматривается для таких вещей, которые стоят на открытом пространстве. Поэтому у нас это в планах есть, да, мы это сделаем 100% в следующем году, как только новый финансовый год начнется, мы приступим к его реализации. И тогда он будет доступен уже для всех 100%. Что будет здесь, что планируется? Вот здесь загороженная территория, Да. это тоже наши предприниматели местные, абхазы имеется в виду, и они сейчас занимаются подготовкой проектной документации, будет отель. Нам они сказали, что они выдержат обязательно сухумский стиль ампир, и это не будет какая-то коробочка, а будет все очень красиво и достойно. Поэтому реализацию тоже, я думаю, начнут, наверное, в следующем году. Сейчас занимается подготовкой документов. А вот по ту сторону, да, лодочная станция, да, старая, она уже не функционирует. Что-то планируется там делать? Планируется ли ее убирать? Или может что-то новое? Ну, смотри, на самом деле эта лодочная станция, она функционирует. Она находится уже, так скажем, в собственности каждого человека, который имеет отношение к этому, да. Вот. У них разделены все это дело по отсекам, где хранят они свой инвентарь.
она действующая на самом деле. Вот. Но ввиду того, что мы приводим в порядок набережную, и у нас здесь стоит прекрасный мост, но вопрос возникает, конечно, что быть, как быть с этим делом. Они услышали нас и все посылы, которые мы послали. Вот. Теперь у них есть инициатива, и они готовы заняться восстановительными работами. Все 100% владельцев. Значит, они должны появиться у нас в администрации. Мы им дадим некое архитектурно-планировочное задание, так скажем, как это все должно выглядеть. Ну, с учетом, конечно, их возможностей. И могу заранее сказать о том, что администрация тоже в стране не оставит. Мы, конечно, тоже окажем какую-то помощь, но не такую существенную. Инфраструктурно там, и так далее, подвести коммуникации там, и многое другое. Так что они будут это восстанавливать, так как это их частная собственность уже. Примерно когда это планируется? Вот они недавно, ну вот мы когда инспекцию проводили с президентом, это уже была осень, вот, и тогда это был обозначен вопрос, мы как бы вышли на них, сказали, ребята, все, в принципе, мост запущен, набережная, вот теперь остался вот этот пятачок. И сказали, дайте нам подумать, они собрались, у них целое общество пользователей лодочек, собрались и пришли к тому, что они готовы заняться восстановительными работами. Поэтому я думаю, что следующий год, но мы, конечно, поможем, я еще раз говорю, мы поможем подобрать им хороший проект, вот, и так, чтобы это было по деньгам не совсем, да, там, дорого, ничего такого сверхъестественного, ну и сами тоже будем оказывать содействие. Я думаю, что вместе нам удастся сделать так, чтобы было прилично и в этой части нашей набережной тоже. А вот если возвращаться к энергетике, борьба с незаконной добычей криптовалюты, в этом году были ли какие-нибудь крупные майнинг-фермы, которые отключались, и вообще сколько отключено? Значит, в 2021 году, в январе, на основании указа президента были созданы оперативные штабы. У нас по показателям, значит, потребления электроэнергии самый пик был 2021 и 2022 год. Значит, если брать, да, там мы сейчас просто порядка 2000, наверное, машинок по майнингу за это время было изъято всеми службами вместе. Это и Управление внутренних дел, и Энергонадзор госстандарта, наши управы. И вот эти были, которые созданы, почему были, они сейчас тоже работают, просто я говорю, с этого времени, когда были созданы, они проводили эту работу, значит, и постоянно ведут мониторинг. Но это здесь же не только борьба с майнинг-машинками, да. Здесь большое количество незаконных подключений к электросетям. То есть люди самовольно подключаются, стоит у него там какая-то машинка или нет, даже разбираться не стоит. Такие люди были отключены от сетей. Такое тоже есть, да, рейдовые мероприятия проводили. А в итоге, вот та работа, которая была проведена в 2001, 2022, 2022, 2023 году, привела нас к тому, что мы пришли по потреблению электричества 2019 года показателям. Я уже как-то говорил, комментировал на оперативных штабах, доводил информацию до населения. Вот. То есть самый пик у нас был показателем 2019 года 90 миллионов киловатт-часов. Вот. Сейчас этих 90 уже нет. То есть нет у нас такого потребления, и мы пришли к показателям 2019 года. То есть борьба с незаконным подключением и борьба с добычей криптовалют, которая запрещена сегодня на законодательном территории Абхазии, я считаю, что оперативный штаб вместе со всеми, значит, службами, которые были задействованы, и сейчас эта работа проводится. Но сейчас вот за последний месяц, наверное, да, ноябрь и часть декабря, значит, мы закрыли, говорю, имеется в виду по указанию оперативного штаба, закрыли все мастерские, реагируем на все объявления, которые продам, куплю или отремонтирую и так далее. Вот. Теперь это стало уже приносить вот такие какие-то результаты, когда людям, даже если испортилась у него машина, ему некуда будет обратиться, если тайно кто-то дома чего-то там не ремонтирует. Поэтому надо понимать, что мы находимся в той ситуации, где мы покупаем за колоссальные деньги электричество, а здесь у нас происходили такие вещи. Поэтому я считаю, что эта задача, насколько было возможно на сегодняшний день, она реализована. Мы не перестаем работать, оперштаб работает, группы работают. Нам с помощью, значит, Черноморэнерго и бюджетных средств удалось установить силами схумских электросетей и привлеченных подрядчиков более 12 тысяч
приборов контроля учета электроэнергии. То есть это тоже дает свои результаты. Люди так просто уже, может, в некоторых семьях уже и не включают этот свет, когда он когда-то горел бесконтрольно, потому что это стало стоить других денег, и система учета и контроля повышается. Всего у нас по городу Сухум порядка 25 тысяч абонентов. Считайте, что уже, можно сказать, к этому времени уже порог половины перешли на самом деле. Там где-то было на тот момент 13 установлено, но когда я отчитывался, это был конец ноября, да? Но было установлено 13. 1000 еще находились в тестовом режиме, поэтому сейчас это уже, наверное, прошли тесты, и уже более 13 тысяч установленных счетчиков прибора учета и контроля расходования электроэнергии. Это тоже дает свои результаты. Когда человек уже привязан к деньгам, тут уже никуда не денешься. Приходится экономить, и это тоже дает свои результаты. Я вот говорю о том, что одна борьба с майнингом или борьба с незаконным подключением или, там, допустим, там, через установленные счетчики, это все вместе в комплексе дает вот такой результат. Как выдается разрешение на строительство какого-либо объекта и существует ли нарушение по столице в этой сфере? На самом деле это очень непростой вопрос. Вот. Как дается разрешение? Оно дается в рамках действующего законодательства. Да? У нас есть свои полномочия у администрации, это что касается земельного кодекса, что касается архитектурных норм, СНИПов и так далее. Вот. Вряд ли кто-то сможет показать нам документ, который был выдан неправильно или не в соответствии с какими-либо нормативами. Я, например, на свою бытность уже 3,5 года не подписываю такие документы, даже если с инициативами приходят предприниматели или частный сектор, когда строится, да, документы поступают в адрес главы администрации с теми или иными, если как происходит, вы спросили, с теми или иными просьбами, значит, построить дом, построить отель, построить магазин там, и так далее. Пока эту часть обсудим, если так, он на самом деле актуальный вопрос, многие его задают, в рамках действующих нормативов и законов, которые есть, я еще раз повторяю, ни в коей мере не нарушая чего-либо. Если мы говорим о легальном получении документов. Нелегально исключено полностью. Единственное, что может работать, самострой, с которым мы боремся очень сильно. Вот. То есть, повторюсь еще раз, по цепочке. Поступает документ, он должен, документ в смысле письмо или в виде там, юридическое лицо, физическое лицо, поступает, он обязательно должен иметь основу, то есть должен иметь землю, где он собирается строить, если это частный дом или частный сектор, это одна история. И если это другой какой-либо объект, то все равно государство. Если его нет, можно даже не писать заявление, сразу будет получен отказ, потому что нет у тебя земли, да, ты предполагаешь, ты хочешь. Вот. В первую очередь, но так было, что, во-первых, не то, что так было, и сейчас тоже, мы не имеем права отказаться от заявления какого-либо, кто бы ни написал. Другое дело, как на него реагировать. Но ввиду установившейся практики, что заявление приняли, потом люди, чтобы не писать второй раз, ходят, просят, а помогите нам сделать государственный акт, а помогите нам начертить. И начинается затяжка времени. И почему-то всем кажется, что затягивает это дело администрация города. Ни в коем случае. Потому что если человек принес документы укомплектованные, то это занимает как раз то время, которое отведено для выдачи уже полноценного документа. Здесь мы точно ничего не нарушаем. Сейчас вот из последней практики у нас внизу на проходной в администрацию города на стендах висят перечень документов, которые надо представить для того, чтобы получить, значит, государственный акт на землю или получить разрешение на строительство. Вот рекомендую всем жителям столицы и те, кто хотят там бизнес вести, перед тем, как написать заявление и потом говорить о том, что вот там долго их рассматривать, прийти ознакомиться с перечнем, собрать его спокойно. Если чего-то не достает, именно по конкретному вопросу написать заявление, вот я там, допустим, не имею государственного акта, прошу вас дать государственный акт. А не сразу писать нам, вот он проект, все, оказывается, у него земля не оформлена или проект не соответствует. То есть немножко нам надо грамоты набраться, наверное, да, для того, чтобы вопросы даже ставить перед руководством города. Вот. Если кто-то думает, что глава администрации, там кто-то выразился, там можно быть другом мэра и получить документы. Мои друзья получают в последнюю очередь, даже если кто-то обращается, и родственники у меня особо ничего не строят в городе, я вообще говорю, получают в последнюю очередь, если кто-то пытается как друг. Самое главное, чтобы у тебя был правильно собранный комплект документов. Не были долги,
ни по земле, ни по свету, ни коммунальных платежей, тогда ты добропорядочный гражданин города Сухум, тебе в первую очередь приоритет. Пойдут навстречу и так далее. Наши работники все оказываются действия. Нет такого, что кто-то берет и там долгий ящик куда-то откладывает. Ни в коем мере. У нас установлены сроки, мы должны их выдерживать. Но, еще раз повторюсь, в большей степени задержка документов происходит, когда неукомплектованные приходят заявления. Когда люди думают, что у них земля есть, а ее, оказывается, надо было оформлять, а он не знал. Или проект, он пошел сам строиться, допустим. С чего вдруг ему надо, оказывается, в администрацию приходить? Ну и вот приходится с этим сталкиваться. Это вот такая То работа, есть без которая... разрешения Без много разрешения. случаев. Мы стараемся вести жесткий контроль. Вот прям мы несколько зданий снесли, самовольных магазинов, павильонов и так далее. Ну, пришлось с этим бороться. Ну, как быть? Но Да, люди понятно, понимают, негатив. реагируют Ну, как. понимают по-разному на самом деле, потому что люди считают, что если он в городе живет, то ему можно построить магазин или без имея каких. И еще практика такая есть. Он успел за ночь поднять стены, потом бежит в суд, и вот у меня там этот самострой, узаконьте, пожалуйста. А подсознательно это происходит, что мы не увидели, мы не знали, не видели, администрация бездействует, вот, а он такой хороший, пошли он в суд. Но мы с этим боремся на самом деле и стараемся это дело минимизировать. Вот. Поэтому, что касается строительства, если кому-то кажется, что можно прийти и получить там щелчком одним друзьям и товарищам документы, такого не происходит, я могу это откровенно сказать, или пусть приведут мне пример какой-либо. Еще вот одна тема, она касается транспорта. Планируются ли какие-нибудь новые маршруты? И все-таки Абхазия, как туристическая страна, планируется ли вот какое-то время увеличить работы транспорта? На самом деле вопрос такой очень у нас стоит актуально практически каждый день на повестке. Да? Общественный транспорт имеет огромное значение, особенно в абхазских условиях, в городе Сухум и во всей стране, наверное. Но давайте я начну с другого. Начну с тарифов. Что такое 5 рублей за проезд на троллейбусе? За какие деньги можно содержать это предприятие? Ну, конечно, бюджет растет, все хорошо, но у бюджета есть и другие обязательства тоже. Вот мы планируем в следующем году с привлечением кредитных средств, я там веду переговоры с российскими партнерами, посмотрим, как получится. Да, везде нужны залоговые механизмы и так далее. Собственными силами пойди купить за 25 миллионов один троллейбус, который сегодня стоит. Вы представляете, какая ситуация, да? Техника старая, она выходит из строя. Подстанции также, ну, которые обеспечивают, я сейчас пока про троллейбусы, да? Вот. Поэтому задача, она очень сложная. Вот сейчас нам удалось поднять заработные платы не со следующего года, а в этом году водителям троллейбусов, потому что люди перестали даже ходить на работу. То есть они использовали туристический сезон, пошли в найм работать водителем и так далее. Ну, сейчас мы подняли почти вдвое, скажем так, заработную плату. Там сейчас было у них там 8-10, сейчас это 17-18 где-то, да. Вот. Ну, вроде люди вернулись назад, да, но опять же вопрос техники. Мы переговорили с нашим побратимым городом Краснодаром. Вот, у них там есть ремонтное предприятие, которое ремонтирует троллейбусы. Была у нас здесь группа экспертов. Нам надо обязательно восстановить хотя бы довести до 10, я сейчас говорю, иду к маршруту, да. Там у нас сейчас работает постоянно 6 троллейбусов, а вообще должно быть 10 и 11 ты должен быть на резерве на случай, если что-то выйдет из строя. Вот. Потому что техника встала, она старая и требует таких больших комплексных ремонтов. Но при всем при этом мы тоже подняли вопрос поднятия тарифа за перевозку на троллейбусе. Потому что за эти деньги это вообще как бы не то, что содержать, там и заработная плата, то есть это ничего просто. Какие-то копейки, которые латают дыры там каких-то мелких там ремонтных работ. Поэтому мы просим поднять тариф до 10 рублей. Вот, а 10 рублей, который был у нас проезд на автобусе, там будет, наверное, порядка 15 рублей. Вот. Это про тарифы. Теперь сделать маршрут, конечно, мы обязательно над этим работаем, но это работает все в связке. Я думаю, где-то в январе месяце, наверное, к концу января с троллейбусами уже история закончится, да, и увеличение троллейбусов приводит к увеличению количества маршрутов, увеличению, значит, по времени, когда они смогут ездить. Что касается автобусов.
Значит, они тоже отсюда датируются, товарищи. Кроме того, что они там собирают за эти копейки 10 рублей за проезд, вот, мы их там порядка 1,5 миллиона рублей в месяц датируем. Когда резко поднялась цена на дизельное топливо, понятно, что их взять неоткуда, а бюджет, не бюджет. Естественно, включились наши резервы, и мы дополнительно выделили им средства на приобретение. Уже 2 раза в этом году мы прибегали к этому, да. И вот для того, чтобы хотя бы увеличить, ну, там они встали до того, что до часу дня могут только поработать на том топливе, которое, вернее, на тех деньгах, которые мы им выделили, приобретенное топливо. Мы им добавили, значит, довели до 5 часов. Сейчас мы еще к концу года добавили, ну, вот до 5 часов имеется в виду по дневному маршруту. Вот, потому что не успеваем за теми событиями, которые происходят. То, значит, ремонт машин, то увеличивается цена на топливо. Вот, и постоянно мы догоняем эти вещи, а запланировать их заранее невозможно, потому что не от нас зависит топливный рынок, в том числе запчасти мы с вами не производим здесь ни на автобусы, ни на троллейбусы, там тоже все растет. Поэтому приходится догонять. Есть в этом плане сбой, абсолютно признаю, но мы над этим плотно работаем. И я думаю, что в 2024 году у нас будут существенные изменения. Потому что мы работаем над кредитной программой, чтобы обновить парк как-то. Мы работаем над капитальным ремонтом наших троллейбусов. Ну и дороги, вы сами говорите о том, что мы где-то умудряемся чего-то отремонтировать так, чтобы было комфортно ездить. Ну и по тарифам я вам тоже сказал, что предстоит изменение тарифной политики. Наверное, будет это с Нового года. Коснусь еще одной острой темы. Вот она существует в каждом городе нашем. Это бездомные собаки. В одно время этот вопрос и решался, но постоянно фактором является человек. Ну, наверное, не секрет, что мы построили питомник. Да? Слышали многие. Да. На возможность размещения там порядка 80 собак. Он у нас заполнен. Можно съездить потом на экскурсию, посмотреть. Мы его так или иначе содержим. Платим заработную плату, покупаем корм. Вот, но ситуация, получается, не особо изменилась. Теперь изучили опыт, да, ну, весь опыт, который сегодня существует, он выходит к тому, что надо заниматься утилизацией или, как скажем так, усыплять животных. У нас здесь немножко смелости, наверное, не хватает идти на это дело, да, еще дополнительный опыт изучаем. Сейчас есть еще одна программа, которая лишает там дальнейшего воспроизводства, да, вот. Думаю, что мы еще один опыт попробуем. Конечно же, планируем в следующем году увеличить количество, значит, на питомнике. Порядка 50 мест еще мы организуем, наверное. 2 недели буквально осталось до Нового года. Сейчас активные работы идут на площади Свободы. В этом году какие-нибудь планируются сюрпризы для жителей столицы? Елка, может, будет какая-нибудь особенная, другая? Что будет вообще? Ну, забегать не хочется вперед, но елка и все, что будет происходить на площади, оно будет не таким, как было всегда. Во-первых, елка стоит уже не в том месте, где мы ее ставили. Она сдвинута ближе к проезжей части. Поэтому есть задумка обыграть центральную часть по-другому. Я думаю, сюрприз должен остаться сюрпризом без там, допустим, каких-то указаний чего-то того, что там будет. С 22 числа мы открываем официально елку. Будем поздравлять с наступающим Новым годом. Будет полноценный концерт. Вот это, кстати, уже есть в распоряжении расписано. У нас по городу Сухум в 8 местах будут еще проводиться елки с 22 числа до 30 декабря. В каждом районе, на Турбазе 2, по старому поселку 2, на улице Адыгейская, на улице Деповская, в новом районе, ну и так далее. Порядка 8 локаций. Они предусматривают как и развлекательную программу, и концертную программу, ну и еще подарочки для детей. Это вот такого тоже, в таком количестве не было у нас никогда, это в этом году. Вот, говорят, как встретишь, так и проведешь, поэтому надо обязательно приложить максимум усилий, да, чтобы это было весело, хорошее настроение. И самое главное, здоровье, конечно. Беслан Федорович, мы поговорили с вами на актуальные темы, обсудили важные вопросы, подвели итоги года. Спасибо вам большое за беседу и с наступающим вас Новым годом. Спасибо и вас с наступающим, и успехов, удачи в Новом году. Спасибо. Спасибо.